ситуацию. Уменьшилась общая смертность. Показатель 3,2. Одна из лучших в стране. Здравоохранение Ингушетии вышло на новый уровень по всем показателям. Юнусбек Евкуров принял участие в итоговой коллегии Минздрава. В этом году для совершения хаджа ингушским паломникам выделена квота на 1400 мест. Если желающих посетить святые места Мекки и Медины станет намного больше, квота будет увеличена. Готовимся к паломничеству. В Миннате прошло совещание на тему организации хаджа 2018. Своими нарушениями направим в прокуратуру для принятия решения по данному факту. Безопасность важнее всего. В республике продолжаются проверки систем противопожарной защиты. Умею различать добро и зло. В Политехническом колледже прошла встреча богословов с молодежью. У наших предков была очень тяжелая жизнь, но достойна чести и мужества. Путешествие по стране башен. Джайравско-Асинский музей-заповедник организовал экскурсию для школьников. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Сегодня Юнусбек Евкуров принял участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России. Ингушетия является одним из лидеров среди субъектов по долголетию. Средняя продолжительность жизни в регионе уже составляет 81 год. Об этом рассказал Юнусбек Евкуров. Также одним из итогов прошлого года в республике стал демографический прирост населения более чем на 7,5 тысяч человек и снижение младенческой смертности. Буквально 5-6 лет назад мы вообще не думали о 2 или 3 уровнях науки. Я помню первый приезд министра здравоохранения, коллектива, заместителей, со слезами на глазах. Реально была очень тяжелая ситуация. За 5 лет мы сделали революцию с помощью министерства. Вам, вашей команде огромное спасибо, низкий поклон от меня всех жителей республики. И сегодня у нас улучшилась демографическая ситуация. Уменьшилась общая смертность. Показатель 3,2. Одна из лучших в стране. Но самое большое достижение – это снижение детской смертности, младенческой смертности, которая снизилась от 15 в 2008 году до 7,3. Да, мы должны еще идти вперед, но введенный перинатальный центр, введенная детская клиническая больница сегодня позволяет нам делать выводы, что буквально в течение года мы выйдем на общероссийский результат. А также, конечно, отсутствие материнской смертности. 2 года мы на нулях будем стараться это добиваться дальше. Борьба с раком стала одним из главных направлений работы в области здравоохранения Ингушетии. В прошлом году впервые было выявлено 862 случая новообразований. Показатель смертности от рака в республике снизился на 1,2%. В ходе выступления на заседании коллегии глава региона отметил, что если в 2015 году высокотехнологичная помощь в республике была оказана 32 пациентам, то в 2017 году такую помощь получили более 2000 человек. Мы буквально за 6 лет построили 25 стратегически важных объектов для республики. Это и онкодиспансер, и перинатальный центр, детская клиническая больница, тубдиспансер. Мы сегодня проводим очень много мероприятий, и в частности 8 этих организаций мы уже республиканский статус. Большое внимание уделено и сельскому здравоохранению. Были построены 2 районные больницы Баскогорных, Села, районное отделение противотуберкулезной диспансера, поликлиника, центральная районная больница, 10 ФАПов. И это мы продолжаем делать в этом году с помощью министра здравоохранения Села. Еще в 2015 году мы оказывали, высокотехнологическая помощь была оказана в 15-16 году, где-то у нас получалось 32 пациента, а в 2017 году мы уже более 2000 пациентов уже дали помощь республике.
Это довольно колоссальный помощь. Самое главное, что доверие жителей самим работникам здравоохранения республики. Досрочный этап единого госэкзамена продолжается. Сегодня выпускники школ сдавали математику. В республике для проведения итоговой аттестации организовано 2 пункта, один из которых расположился на базе средней школы номер 5 города Назрань. Здесь свои знания по этому предмету проверили больше 150 человек. Всего 20 аудиторий, 4 для тех, кто сдает профильную математику, и 6 для тех, кто выбрал базовую. В числе участников ЕГЭ выпускники прошлых лет. В прошлом году я выбрала предметы история, обществознание, и мне просто не хватило баллов. Поэтому у меня не получилось поступить в МГУ. Теперь в этом году я решила сдать другой предмет, чтобы наверняка поступить в другой вуз. Если не получится, опять поступить в МГУ. Напомню, что в этом году в проведении ЕГЭ произошли изменения. Бланки с заданиями теперь находятся на защищенных электронных носителях и распечатываются перед началом итоговой аттестации прямо в аудитории с помощью принтера. Эти и другие меры по предотвращению нарушений во время сдачи ЕГЭ организаторами приняты в полной мере. Камеры видеонаблюдения и рамки металлоискателя работают исправно. غلطش داشت حداش دوی بیرش بیاکشون تلفنش سوی وجه هم قال یوتیوبش لقي حالت دوا ديجورني учитель ده بختش شوي аудиторишк метик шталот штах бирш технический специалист же так белхаш хар дуагды компьютеровал бирш был табу. Мусульмане всего мира готовятся к паломничеству к святыням Мекки и Медины. В региональном Миннате прошло совещание с участием представителей различных министерств и ведомств на тему организации одного из 5 столпов ислама – хаджа. Напомню, что квота на хадж для Ингушетии утверждена в количестве 1400 человек. Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из Ингушетии Магас-Медина. Отправка паломников начнется в июле. Подробности в сюжете Ирины Тичоевой. В этом году для совершения хаджа ингушским паломникам выделена квота на 1400 мест. Если желающих посетить святые места Мекки и Медины станет намного больше, квота будет увеличена. Также здесь на совещании обсуждают и организационные вопросы. К примеру, какую одежду с собой может взять паломник на хадж или как ориентироваться по святым местам. В прошлом году в хадж отправились 950 жителей нашей республики. В этом году ожидается столько же паломников. Поэтому для того, чтобы один из обязательных столбов ислама паломники из Ингушетии исполнили в комфортных условиях, Миннат собрал в одном зале представителей различных министерств и ведомств, которые разрабатывают организационные моменты хаджа. По поручению главы Республики Ингушетия создан комитет по хаджу, который будет обеспечивать проведение хаджа в Республике Ингушетия. Сегодня мы обсуждаем вопросы о том, как лучше провести этот хадж, чтобы наши паломники были довольны. На территории Республики Ингушетия это уже не первый раз мы это делаем. Обеспечиваем международную зону в аэропорту Магас для того, чтобы наши паломники могли вылететь напрямую из Магаса в Джидду либо в Медину. Чтобы не повторялись ошибки, которые часто совершают паломники по прибытию в Мекку и Медину, необходимо прочитать ознакомительную литературу, которую предоставит паломникам комитет по хаджу республики. Человек не должен теряться, он постоянно должен быть внимательным, должен сосредотачиваться в тех или иных случаях, чтобы не потеряться в толпе. Потом он должен строго выполнять те предписания, которые им диктуют те руководители, которые их ведут. Вот если он что-то из них пропустит, потом бывает, я не услышал, я не расслышал, я не обратил внимания. В общем, я бы посоветовал, чтобы человек был повнимательный, чтобы он повнимательно изучил литературу. Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из Ингушетии Магас-Медина. На совещании присутствует и директор аэропорта Магас Ваха Евлоев, который рассказал собравшимся, как обстоят дела с предстоящими рейсами. Обслуживать ингушских паломников будет авиакомпания «Ютайр». Вопросы организации в аэропорту Магас паспортного режима уже решены. У вас работа когда начинается? Или уже начитали? Уже начитали. Тогда горячая линия должна быть, Руслан. Есть горячая линия, по которым люди могут обращаться к вам? Есть. Ну, вы телефон, по телевидению и печатное издание, где полностью опубликуйте свои телефоны или сайт вашего именно.
Хотя и до хаджа остается много времени, предстоит большая работа по организации поездки для паломников, обеспечению их транспортом, необходимыми медикаментами. Большая работа предстоит и таможенной службе. Комитет по хаджу разрабатывает путевки для паломников, чтобы все было доступно и не пришлось тратить большие средства на такси. Ну а работа по приему документов от паломников в комитете по хаджу уже началась. Оплата на Москву в самолет езги в гостинице сбол сатары сбол чахбак болуш. Здесь ходят тогда аридмец. Ошер суахка тренез дамаквач нага условия метки дая хажат дел аридмец. قريز واتش ير بردي يعني недостаток خيواتش مخد داسنو دليديت إزدعياها إز متك نبوش أورون إنسان إز حجول شقاقي В России также выработан уникальный опыт взаимодействия духовных управлений мусульман и органов государственной власти в вопросах подготовки проведения хаджа. По оценкам Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия, по итогам кампании последних нескольких лет хадж-миссия России признавалась одной из лучших. Ну а я напомню, что первые паломники из Ингушетии отправятся в хадж в июле этого года. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. В Минстрое состоялось заседание коллегии по итогам работы инспекции строительного и жилищного надзора Ингушетии за 2017 год. Подводя итоги работы, руководители стройжилнадзора отмечают, что в течение прошлого года инспекция планово проверяла деятельность заказчиков, застройщиков, подрядных и управляющих организаций. Принятые меры позволяют повысить ответственность участников строительного процесса и управления многоквартирными домами, а также упорядочить работу по подготовке исполнительной документации. По результатам рассмотрения административных дел в соответствии с КОАП вынесли 70 постановлений на штраф на общую сумму 3 миллиона 890 тысяч рублей. Также стройжилнадзором за отчетный период по обращениям прокуратуры республики проведено 66 проверок. За текущий год в адрес инспекции поступило 444 обращений граждан. По всем выявленным нарушениям выданы предписания. Рост административных дел увеличился почти в 2 раза, а штрафные санкции в 29 раз. Проведено 4 проверки по администрациям муниципальных образований города Карабулак, Сунжинского, Назрановского и Джараского районов. В результате инспекции были выявлены нарушения градостроительного законодательства. За отчетный период нами была большая работа проведена. В том плане, что количество объектов было как никогда много. Объекты госзаказа. Вы все, наверное, знаете, что у нас много строили социальные объекты, объекты образовательных учреждений, здравоохранения. И много строилось объектов жилья по разным программам по улучшению жилищных условий. По распоряжению главы в регионе продолжаются проверки противопожарных систем безопасности. На этот раз их провели в Сунже. В то время как представители МЧС местными властями и работниками Горгаза наведывались в магазины и торговые центры города, сотрудники Ингуш-регион-водоканал отрабатывали на практике схему действий при пожаре. Хади Добрива расскажет. Пожарная сигнализация в неисправном состоянии. Провода везде. Нарушения видны сразу. Не успевает комиссия переступить порог торгового центра «Домино», как сразу же фиксирует нарушение. И неисправная система пожарной безопасности здесь только первый пункт в длинном списке. Продолжает ряд один из 3 аварийных выходов, который закрыт на замок. Сделан эвакуационный выход со 2-го этажа. Он не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности. И замок висит. На просьбу комиссии отпереть дверь владелец пожимает плечами, мол, ключ забыл дома. А вот на 2-м этаже выход как раз есть, и он даже открыт, да только спасительным его явно не назовешь. Здесь мы видим выход, но лестницы нету. В числе нарушений на этом этаже также легко воспламеняющаяся деревянная отделка стен и неутвержденный план эвакуации, а вдобавок и ненадежный огнетушитель. Так, маркировка. Маркировки нету. Если первый этаж отдан под супермаркет, то 3-й занимает в основном мебель. Если вдруг начнется пожар, то пламя быстро охватит весь этаж. Еще один пункт в списке нарушений. А вот какое наказание ждет владельцев, будут решать уже компетентные органы. После проверки мы сейчас составим информацию о своих нарушениях и направим в прокуратуру для принятия решения.
по данному факту. Торговые центры и павильоны, соцобъекты и места массового скопления людей. Специальная группа в составе представителей местной администрации, Горгаза и МЧС должны обойти весь город, проверить все и вся на исправность мер противопожарной безопасности. И это вовсе не прихоть властей, а элементарные меры безопасности, чтобы не допустить повторения кемеровской трагедии. Пожарной тревогой работников Ингуш-регион-водоканала извещает о ЧП не только в самом здании, но и в Сунжинском доме культуры. В то время как одна группа бросается на тушение огня в здании, другие выезжают в ДК. На все команде даются считанные минуты. Всем коллективом буквально, даже, может быть сказать, оперативно вышли, не потеряли ни секунды, уложились в нормативы. Выхода у нас из здания 3 пожарных выхода, все открыты. Буквально и 2 минуты мы тратим на то, чтобы покинуть полностью, персонал покинул помещение. Водовозы, как правило, всегда должны быть наготове. Их заранее заполняют водой, ведь пожарные уже ждут подмоги на месте пожара. Вся необходимая техника у водоканала есть, а главное – в исправности. Чтобы машины, пожарные машины МЧС не выезжали, мы бесперебойно водой их снабжаем. Такое действие отработано, и также за тушение пожара в административном здании. Техники хватает, даже мы дополнительно вспомогательную технику послали для вспомогательных действий. Буквально вчера мы проводили учения вообще в городе по действиям сил и средств РСЧС полностью по городу. Такие учения периодически проводим согласно плану. Да, учения никогда не бывают лишние, конечно. Без этого правильные действия сотрудников не знают, поэтому периодически мы должны это повторять. Прежде чем провести тренировку, все действия коллектива не раз обсудили на совещании. В свете последних событий в Кемерове стало понятно, мерам противопожарной безопасности необходимо уделить пристальное внимание. Если до сих пор в Ингуш-регион-водоканале такие учения по плану проводились раз в квартал, то теперь они станут ежемесячными. Хади Добрива, Рашид Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Согласно проекту, эти билеты можно будет приобретать по тарифам, предусматривающим условия о получении обратной стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, либо по тарифам, не предусматривающим такого условия. Получить назад деньги при возврате такого билета можно будет только в исключительных случаях. Например, в связи с болезнью, травмированием или смертью пассажира или совместно следующего с ним члена семьи. Можно будет вернуть деньги и в связи с отменой или задержкой отправления поезда, а также если пассажиру не предоставили место, указанное в билете. Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу уже 1 января 2019 года. Сейчас смотрите короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Умей различать добро и зло. В Политехническом колледже прошла встреча богословов с молодежью. Путешествие по стране башен. Джейраско-Асинский музей-заповедник организовал экскурсию для школьников. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Терроризм никоим образом не связан с религией. Истинные ценности ислама не приемлят насилие в любом проявлении. Об этом говорилось на встрече религиозных деятелей с молодежью. Сотрудники управления по делам религии при главе Ингушетии пообщались со студентами Назрановского политехнического колледжа. Главная тема обсуждения – защита молодежи от пагубного влияния идеологии экстремизма и терроризма. Репортаж Микаила Тангиева.
С таких важных слов начинает свое выступление заместитель начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмед Сагов. Он отметил, что во многом поступки человека зависят от его воспитания. Ислам с самого начала распространялся не оружием, а достойными деяниями и добрым словом. Джихад никак не связан с терроризмом, утверждают религиозные деятели. По их мнению, нынешней молодежи не хватает истинных знаний о религии, которые помогут им понять, что же скрывается за словами лжепроповедников. يغير بين نقدر حينا نقدر حيزيد وقت الحقوش وخوجش وهو موضر بين موضوع خاص موضوع ضد التجديد نيسا الحق يسج دعوة بيش خير. Почему для многих молодых людей слова незнакомцев из интернета зачастую становятся важнее здравого смысла? Студенты Назрановского колледжа не впервые задаются этим вопросом и совершенно не понимают своих сверстников, которые ведутся на лжепроповеди экстремистов и попадаются в их пропагандистские сети. Это самое плохое, что есть на свете, что убивает наше общество. Мне очень нравится, что такие мероприятия проводятся. Я рада. Хотелось бы почаще таких мероприятий. Мы очень много узнали сегодня. Да, нахваберы за муляр хады ши заяучи суны дикахетр. Ханяуч далса ашялады, дала с шиха естежу, шихакач. В самом колледже также не забывают о духовно-нравственном воспитании молодежи. С учащимися часто проводят профилактические беседы и уроки на эту тематику. В каждой группе ими же, этим центром был предоставлен пакет документов, где есть памятки, как вести себя в той или иной ситуации, противостоять этому злу, и наши студенты знакомятся с этим. Это далеко не первая и не последняя беседа с молодежью, которую проводят сотрудники управления по делам религий. Главная цель такого общения – объяснить молодому поколению, что нельзя поддаваться радикальным учениям религиозных экстремистов. В любом случае, хотя бы эксперты полагают, молодежь в силу своего возраста наиболее уязвима и привлекательна для идеологов радикальных течений. И, конечно, именно молодые люди, самые активные пользователи интернета, лучшее оружие в руках вербовщиков. Но благодаря таким встречам и поучительным разговорам с нынешней молодежью удастся добиться максимального результата в борьбе с терроризмом. Микаил Тангиев, Марбек Миржоев, Новости 24. Случаи заболевания детей корью участились. Только за март месяц в реанимационное отделение ДРКБ поступило 6 маленьких пациентов с этим диагнозом. В настоящее время лечение в больнице получает 4-летний Магомед Яндиев. Сейчас мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С жалобами на повышенную температуру, озноб, кашель и одышку он поступил в приемное отделение 3 дня назад. На данный момент состояние мальчика ухудшилось. Помимо кори, врачи диагностировали у Магомеда двухстороннюю пневмонию и отит. Состояние ребенка крайне тяжелое, тоже из-за основного заболевания и из-за сопутствующих заболеваний. Но, в принципе, делать прогнозы на сегодняшний момент будет рано. То есть нам нужно еще время наблюдать. Мы будем надеяться, что будет благоприятный исход. Все для этого на сегодняшний момент делается. Участников форума «Блогинг-2018» в Ингушетии ждет ужин на высоте 3000 метров над уровнем моря. Организаторы Всероссийского форума блогеров, который пройдет с 24 по 26 апреля на территории Ингушетии, обнародовали подробную программу мероприятия. Главным событием форума станет прогулка по облакам, высокогорное путешествие по Джейрасскому району с праздничным застольем на вершине Столовой горы Мятлам. Форум проводится по инициативе главы республики Юнусбека Евкурова. В первый день гостей ожидает приветственная встреча с главой региона за чашкой чая в его резиденции в Магасе, а также экскурсия к башне Согласия.
Вечером участников форума ждут катание на коньках в Ледовом дворце Эрзи в Назране. В программе второго дня форума запланировано посещение красивейших мест Джейрасской долины. Участников также ждут мастер-классы по приготовлению ингушских традиционных блюд, примерка национальных костюмов, народные танцы и песни в компании с артистами республики, а также ужин на вершине горы Мятлам. Пока некоторые только готовятся к путешествию в один из самых живописных регионов страны, кто-то уже наслаждается горным воздухом и незабываемыми видами. Таргим, Эгикал, храм Тхабайерды – эти и многие другие архитектурные комплексы включил в себя маршрут обзорной экскурсии для школьников. Организовал выездное мероприятие Джейраско-Асинский музей-заповедник. В это путешествие отправилась и Залина Магушкова. Экскурсионная группа в окружении 3 самых крупных комплексов – Эгикал, Таргим и Хамхи. Здесь и началось путешествие в историю. Один из экскурсоводов, Руслан Цицкиев, посвятил исследованию башен 15 лет жизни. Он повел группу к храму Албиерды, который не популярен среди туристов, но заслуживает внимания наравне с другими достопримечательностями, хотя бы за свой почтенный возраст. Этот храм Албиерды старше где-то лет на 200, чем наш храм Тхабайерды. Где-то ориентировочно 7-8 век этому храму. А в Эгикале гида перебивает сильный ветер, пение птиц и вопросы детей. Ответы на них в глазах ребят придают башням особый смысл. Теперь это не просто груда камней, по которым можно лазить и вырисовывать свое имя. Это места, где люди много веков назад укрывались от врагов и холода. Очень удивительно, что люди могли так построить башни сами, без своими руками. Несмотря на внешнюю неприступность, башни очень чувствительны. Время беспощадно даже к ним. Множество объектов полуруинированы или руинированы полностью, без возможности восстановления. Степень сохранности, скажем так, очень разная. Некогда в селении было 4 боевых башни, из них полностью сохранилась лишь 1. Экскурсоводы подробно объясняют ребятам, что такое склеповые могильники, каким образом хоронили людей, для чего накладывали петроглифы и строили навесные балконы. Ну и самое простое, как отличить жилые башни от боевых и полубоевых. Впрочем, маленькая Рабия теперь их классифицирует немного по-своему. Показали разные башни. Башни бывают большие, низкие. Гуляя по Эгикалу, дети навестили могилу ингушского классика, автора популярного романа «Из тьмы веков» Идриса Базоркина. У могилы любимого писателя и чувствуешь себя частичкой истории, говорит литературовед Зарема Лалахоева. И мы с вами видим, как развивается, на примере жизни нашего героя, как развивается его жизнь, как в самой эпохе. Да? Там и становление советской власти, как появляется. Они там и участвуют, и в гражданской войне он участвует. Да? Конечно, самые интересные, наверное, моменты для всех, да, это моменты, когда появляется любовная лирика, да, именно вот где-то, может быть, за той скалой или где-то еще на какой-то скале они встречались, тайные встречи Зору с Калоем. Аза Угурчиева историей интересовалась и раньше. Она не раз приезжала в горы и посещала родовые башни со своей семьей, но до конца прочувствовать эти памятники архитектуры удалось только сейчас. Каждый раз, когда я приезжаю, у меня бывают разные впечатления, очень много позитива. Каждый раз, когда я приезжаю, кажется, снова эти эмоции, это когда видишь эту красоту. Я думаю, что у наших предков была очень тяжелая жизнь, но достойна чести и мужества, и нам есть на кого равняться. Этим детям повезло. В таком юном возрасте они имеют возможность гулять по древним каменным поселкам. Лейла Ажигова, например, раньше рассматривала башни лишь на фотографиях в журналах и газетах. Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике только сейчас увидела башенные комплексы вживую. Поэтому женщине так же любопытно, как и детям. Меня впечатлили все комплексы. Мне понравились... Во-первых, они довольно-таки стойкие, не разрушились. Материал, видимо, подобран был очень такой прочный. Я хочу сказать, что в древности наш народ имел хорошие знания о строительстве и архитектуре. Я в восторге.
Маршрут экскурсии пролегал в общей сложности через 7 достопримечательностей, в том числе и недавно отреставрированный башенный комплекс Хамхи. Смотритель заповедника Харун Хамхоев рассказывает детям особенности реставрации его родовых башен. يأخذ نكر مارقلة ثانية يمتى يأخ تات خير سمتى يشتري وحل زراعة وقارع قان شارع ثانية خديك كي غير شير داي تدخل تجلس. В течение весенне-летнего периода сотрудники Джараско-Асинского музея-заповедника планируют провести около 10 обзорных экскурсий для школьников разных возрастов. У нас будет заключаться с Министерством образования о содействии, чтобы мы вывозили детей. Это чаще более детям будет интересно с 5 по 11 классы. А вот уже в дальнейшем мы собираемся с университетами, с училищами, с колледжами, чтобы оттуда студентов возить и рассказывать более подробно нашей истории. Это позволит не только приобщить детей к культурному наследию наших предков, но и приучить их к бережному отношению и уважению к историческим ценностям. Залина Могушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Министерство культуры Ингушетии принимает заявки на получение стипендий главы республики для успешно обучающихся студентов в учебных заведениях культуры и искусства России всех уровней. Претенденты на получение стипендий должны представить заявление и пакет документов до 1 июля текущего года. Более подробную информацию можно получить в отделе искусств и досуговой деятельности Минкультуры Ингушетии по адресу: город Назрань, улица Чеченская, 2, или по телефону 22 64 57 22 64 73. Изящные танцы в национальном стиле и зажигательные песни вошли в программу отчетного концерта творческого коллектива Дома культуры села Троицкое. Воспитанники ДК продемонстрировали свои способности и талант на суд зрителей. Это первый концерт творческой группы за долгое время. Выступление артистов оценила Жаридат Халухоева. Целый год усердной работы. И вот, наконец, кульминация. Большой и яркий концерт, к которому воспитанники Дома культуры готовились так, что каждое слово, движение и музыка до последнего ритма как единое целое. Ожидая своего выступления, молодые артисты, хоть и не впервые выступают на сцене, но все же волнуются, потому что в зале среди зрителей опытные деятели культуры, которые будут их оценивать. Учительница, которая нас занимает, очень хорошая. Поэтому мы очень хорошо подготовились к выступлению и волнуемся, конечно. Коллектив принимал участие в предыдущие лета в определенных республиканских мероприятиях. И хочется надеяться, что сегодня дети, участники творческих коллективов порадуют нас своими творческими работами. Мы очень на это надеемся. Концертная программа представлена самыми лучшими номерами творческих коллективов Дома культуры. Зажигательный танец горного орла отплясали танцоры детского ансамбля «СИК». По словам руководителя танцевального коллектива, к концерту они начали готовиться задолго. И, судя по реакции зрителей, выступление прошло на ура. Мы подготовили около 10 номеров, очень плодотворно работали над этими номерами. Усердно, чтобы показать работу, которую мы проделали за этот 2017 год. Эстетическое удовольствие зрители смогли получить не только от ярких и характерных танцев, но и от звонких голосов исполнительниц. А маленькие артистки культурного центра смогли продемонстрировать навыки актерского мастерства. Это первый отчетный концерт творческой группы сельского поселения Троицкое за последние несколько лет. Все это время коллектив Дома культуры повышал свой уровень, достигал новых высот, которые так высоко оценил их сегодняшний зритель. Я люблю всегда ходить на такие мероприятия.
Почему? Потому что человек отдыхает, узнает культуру своего народа, обычаи своего народа. И подрастающее поколение, я думаю, должен всегда посещать такие мероприятия. Я сегодня отдохнул. Каждому из стоящих ребят на этой сцене пророчат большое будущее. Ведь кто знает, может, именно они будут в будущем выступать на важнейших культурных мероприятиях республики. Жирайдат Холухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.